Альхамдулиллахи раббил алямин, ва саллаллаху аля сайидина Мухаммад, ва аля али ва асхаби аджмаин. Сегодня мы будем отвечать на ваши вопросы. Вопрос такой. Большинство времени, когда я кушаю, я забываю говорить, произнести бисмилля в начале. Вспоминаю посередине еды или же в конце. Что мне делать? Я слышал, что говорят, если ты бисмилля не скажешь, то эта еда становится тебе запретной. Ответ, чтобы мы знали, произносить бисмилля – это является суннат, желательным действием, чтобы до еды мы произносили бисмилля. Но если мы забыли произнести бисмилля, и посередине еды, или в конце мы вспомнили, находясь там за столом, то когда мы произносим бисмилля ар-рахман ар-рахим, то мы говорим же бисмилля аввали валь ахир, в начале и в конце. Если мы это произносим, то мы считаемся теми, которые исполнили суннат пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И это очень важно. От Аиша радхияллаху анха передается хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что наш пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: когда один из вас начинает еду, пусть он скажет бисмилля. А если он забыл произнести и вспомнил посередине еды, то пусть скажет бисмилля аввали валь ахир. И мы вот в этих вопросах именно бисмилля произносить до еды, бисмилля произносить, когда мы входим в дом или когда совершаем благие деяния, в этом мы должны стараться. Потому что благодать того дела, которое мы делаем, зависит от того, что мы скажем. Если мы скажем бисмилля ар-рахман ар-рахим в начале этого дела, это дело будет благодатным. Пусть нам Всевышний в этом поможет и сделает нас из числа тех людей, которые постоянно произносят это слово. Альхамдулиллахи раббил алямин.